Я Конрадпай Адема, студентка первого курса отделения хорового дирижирования Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Представление о счастье – самый древний элемент мировоззрения человека. Начиная с Платона и до наших дней, категория счастья была и есть в центре горячих дебатов в этике и политике. Вся жизнь человека – это естественное стремление к счастью. И хотя счастье многими понимается как смысл человеческой жизни, то, к чему человек стремится всю свою жизнь, тем не менее, единства в понимании счастья нет до сих пор. Что же такое счастье? Если мы довольно четко можем определить, что есть несчастье, то дать определение счастью гораздо сложнее. Не вызывает сомнений тот факт, что каждый понимает счастье по-своему и по-своему стремится достичь его. Цель данного видеоролика заключается в рассмотрении проблемы счастья в философской системе представителей средневековой арабо-мусульманской философии на примере философской концепции величайшего арабо-мусульманского мыслителя Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. Абу Наср Мухаммад ибн Тархан ибн Узлах аль-Фараби ат-Турки, которого называли второй учитель после Аристотеля, родился в городе Фараб, позже переименованный в Отрар, развалины которого находятся недалеко от современного города Арысь на территории Казахстана. Город Фараб был довольно крупным центром. Его экономическое, торговое и культурное значение определялось тем, что он располагался на границе между арабским халифатом и владениями кочевых тюркских племен. Будучи выходцем из тюркского племени Кипчак, аль-Фараби рос в обстановке идейного конфликта между традиционными языческими верованиями тюркских племен и религией завоевателей, монотеистической исламской религии, ставшей официальной идеологией всего арабского халифата. Это обстоятельство повлияло на формирование его мировоззрения. Наиболее распространенным верованием среди тюркских племен того времени было манихейство, унаследовавшее от более древней зороастрической религии дуалистическую концепцию мира. Согласно ей, все сущее – это проявление извечной борьбы двух противоречивых, но равноправных начал – добра и зла, света и тьмы. Тема борьбы добра со злом в ракурсе человеческого общества и отдельного члена этого общества стала ключевой в социально-политических и этических взглядах аль-Фараби. Конфликт вселенского космического порядка приобретает в его философии реальный земной смысл. Именно отсюда берет свое начало концепция аль-Фараби о высшем всеобщем благе или счастье, достижение которого составляет конечную цель человеческого общества и любых государственных объединений, и путь к этому счастью лежит через науку, просвещение и воспитание. Аль-Фараби, как истинный философ, поднимается над обыденным пониманием счастья, которое обычно включает почести, достаток, наслаждение богатством и тому подобное. Истинное счастье, по Фараби, достигается посредством овладения всеми знаниями о существующих предметах, изучения их сущности, причинах возникновения и уничтожения, что в конечном счете ведет к познанию природы и первопричины всего сущего. Счастье же – это абсолютное благо. Все, что необходимо для достижения и получения счастья, равным образом является благом, но не для себя, а потому что это необходимо для достижения счастья. Все то, что в какой бы то ни было мире препятствует счастью, является абсолютным злом. Добро полезно для достижения счастья. Счастье по аль-Фараби – это достижение совершенного знания и высоких нравственных норм, которые и после смерти отдельного человека или исчезновения данного поколения могут служить человечеству. И все хорошее, светлое, доброе есть своеобразный вклад в дальнейшее развитие и усовершенствование общечеловеческой духовной культуры. Всякий человек может достичь счастья только сам при помощи совершения добрых дел, и лучшие деяния его будут бессмертны. Таковы ключевые моменты учения аль-Фараби о деятельном разуме и общем счастье. Аль-Фараби считает возможным достижение счастья человеком только в этой земной жизни. И именно против этого его утверждения резко выступал Аль-Газази, описывая прелести райского блаженства. Аль-Фараби писал, что высшее благо находится лишь в нашем мире, и только безумные считают, что оно находится вне земного мира. Разум для Аль-Фараби – высшее и особое благо человека. Поскольку мы достигаем счастья только тогда, когда нам присуще прекрасное, а прекрасное присуще нам только благодаря искусству и философии, то из этого необходимо следует, что именно благодаря философии мы достигаем счастья.
Счастье, как духовное переживание, возникает при удовлетворении высших потребностей личности. Традиционно высшие потребности человека удовлетворялись средствами философии, искусства и религии. Это значит, что именно философия призвана дать ответ на вопрос, что такое счастье. Здесь следует упомянуть о различиях восточного и западного понимания счастья. Люди восточные ценили и ценят знания, как Аль-Фараби, считая его высшим благом и единственно верным способом достижения счастья. Другими словами, Восток расценивает счастье как духовную ценность. Отношение жителей Запада к проблеме счастья было более материалистичным. В понятие счастья входили вполне конкретные понятия – материальное благо, достижение которых и обладание которыми и воспринималось как счастье. Пользуясь классификацией городов и обществ, предложенной Аль-Фараби, можно прийти к неутешительному выводу, что мы имеем несчастье жить в недобродетельном обществе. Современное деление стран на развитые, развивающиеся и третьи бессмысленно с точки зрения Аль-Фараби, ибо весь мир и экономически развитый, благополучный на первый взгляд Запад, и отсталый, противоречивый Восток, и запутавшийся в проблемах переходного периода третий мир, все они, или точнее, все мы, являем собой образцы недобродетельных городов общества Аль-Фараби. Счастье, к которому мы стремимся, есть ложное счастье. Настало время обратиться к идеям великих мыслителей, и пока еще не поздно, пока мы не стали невежественным обществом, начать строить добродетельный город, о котором мечтал великий мыслитель Восточного Ренессанса Абу Наср Аль-Фараби.